Всем доброго дня. Меня зовут Раиса Зубарева. Вы на канале Движения за независимость Саха. Сегодня мы с вами поговорим о событиях прошедшей недели. Первая новость — это, конечно же, новость о том, что народного депутата Александра Иванова лишают мандата. И УТУМЭН, парламент якутский, уже выпустил пресс-релиз на эту тему. Они пишут, что мандатная комиссия УТУМЭНа рассмотрела вопрос о прекращении полномочий депутата иноагента и передаче вакантного мандата новому народному избраннику. На ближайшей сессии 25 марта будет рассмотрен как раз-таки этот вопрос. Самое плохое во всей этой ситуации — это то, что решение еще не принято, оно будет только приниматься, а мандат уже передали другому человеку. Это получается, что якутский парламент просто подписывает бумажки, которые им подпихивает российская власть, в этом случае Министерство юстиции. И вот они высказывают такую демонстративную спешку. Да? Почему? То есть они объявляют уже принятое решение. А то, что заседание только будет проходить и депутаты будут голосовать, еще раз подтверждает нам, что депутаты — это кнопкодавы. Депутаты — это люди, которые не принимают никаких решений. И теперь нам нужно подумать, зачем вообще нам такие депутаты нужны и кого они представляют. Неужели это народные избранники? Или это все-таки избранники от власти? Власть их выбирает, а не люди. И как они будут защищать интересы людей? Интересно тоже, да? Если они сейчас не могут защитить интересы своего коллеги. Теперь мы своими глазами увидели, как происходит зачистка в регионах. Без судов, без следствий, без всего. Только одним решением Министерства юстиции. И это происходит в регионах, национальных республиках, там, где исторически большие природные запасы, ресурсы, там, где очень сильна политическая идентичность, и там, где политические элиты имеют какой-то вес среди населения, среди, может быть, тоже политических и там культурных бизнес-кругов, да. Вот таким образом, тихо, без шума, снимают региональных лидеров. Вот что можно сказать. Будет интересно понаблюдать, кто все-таки как проголосует на этом заседании, да, парламента. Посмотрим. Но кое-какие телеграм-каналы уже написали, что следующая, значит, на вылет из парламента будет Заморщикова Нергуяну. Это депутат от новых людей. Очень сомнительно, да? К Заморщиковой, по-моему, никаких вопросов не было ни у кого. Ни у правоохранительных органов, ни у Минюста, ни даже у коллег-депутатов. Больше вопросов по Скачину, да, возникает. Даже уголовное дело есть. Посмотрим, посмотрим. Кому-то, видимо, кто-то уже потирает руки, кому-то не терпится избавиться от всех оппозиционных депутатов в нашем парламенте. И мы примерно знаем, кому. Слушайте, все эти новости вообще про то, что людей лишают всякого достоинства. Все новости прошедшей недели, да вообще последнего времени, это новости, вот такие постоянные плевки в лицо простому человеку. Вот новость про Ваню Луцкого. Это офтальмолог, главврач нашей офтальмологической больницы якутской. Он будет баллотироваться в Госдуму, насколько мы можем понять из сообщений в СМИ, да, и уже начал свою предвыборную кампанию. Он уже везде, значит, появился с разными выступлениями. И понимаете, что происходит? Да? Ну вот смотрите, вот он, два ярких у него было, значит, поста. Во-первых, он строит больницу офтальмологическую где-то на Донбассе, то ли в Донецке, то ли в Луганске, но это уже не важно, да. И второй пост рекламный, который он запостил во все тележки, это новость о том, что у нас есть лекарства. Республика Саха обеспечена всеми лекарствами. Посмотрите, да, вот он рассказывает об этом, да, и он даже не краснеет.
Он даже не краснеет. Он на деньги налогоплательщиков строит больницу, но не в Якутске, да, а где-то в Украине, в другом государстве. И об этом рассказывает, как будто это какой-то подвиг. Но понятно, что это не его решение было строить больницу, да, а его предложение, скорее всего, да. А решение принимали уже региональные власти, наши республиканские, и согласовывали это все в Москве. Это все понятно, да. А Ваня Луцкан тут, значит, никаких решений не принимает. Может только предлагать. Но у него он даже не постеснялся об этом рассказать. Это же деньги налогоплательщиков, это деньги обычных якутян, которые платят налоги в бюджет. И вот когда, я не знаю, когда люди начнут вообще задавать вопросы, ты какого хрена наши налоги тратишь на строительство больниц в других государствах? А что, нельзя нам морг построить, например, да? Вот это большая проблема в арктической зоне, в арктических улусах наших республиканских. Нету моргов, нету поликлиник, все позакрывали. Есть только фельдшерские пункты. Это вот одна комната, куда иногда приходит фельдшер для того, чтобы принять там у кого людей, у кого температура повысилась. А все остальное, извините меня, недоступно для жителей сельских. Нам нужнее, это наши деньги. Вообще спросили у людей, хотят ли они, чтобы их деньги тратились на вот такие вещи. По-моему, никто не спрашивал. И это плевок в лицо гражданину, в лицо жителей Республики Саха. Ты здесь ничего не решаешь, мы решаем, куда потратить твои деньги. Понимаете? Очень показательно, да. Дальше. Он говорит о том, что вот у нас на складах сахафармации, в общем, есть все лекарства. Это был большой пост, что вот у нас все закуплено, никакого дефицита нет. И ему тут же в телеге комментаторы пишут: ты что, Ваня, ты с ума сошел? Вот у меня просроченные рецепты, потому что лекарств нет. Вот у меня папа там больной, инвалид, я хожу в аптеку, нет лекарств. Таких лекарств нет. Для диабетиков нет. Для тех, у кого сердечные заболевания, нет лекарств. Просто нет лекарств. А он пишет: что вы говорите? Зачем вы обманываете? Есть аналоги. Аналоги покупайте бесплатно, вам выдадут. А оригиналы, они, конечно же, будут за свои деньги, за свой счет. Люди пишут, что аналоги не оказывают, значит, того действия, которое оказывает оригинал. Ну, так не лечат аналоги, да? Российская фармацевтика, она, конечно же, в глубокой яме находится, да, поэтому как бы там тоже большая проблема. И у меня у самой, у мамы сахарный диабет, я знаю, как аналоги действуют, как лечат аналоги вот эти заболевания. Вот, и он говорил: а где? Вот когда ему пишут: нет ли, где? Напишите ко мне адрес, давайте ко мне, напишите-ка в личку. Если вот тебе в личку будут писать, то тебе пол России в личку напишет, что лекарств нет. А потом, когда речь зашла об аналогах и оригиналах, он говорит: ну, да, это политика государства такая, что оригиналы у нас бесплатные, оригиналы у нас за свои деньги, а аналоги бесплатные. Ничего с этим сделать не можем. Так если ты ничего сделать не можешь, то зачем ты вообще нужен? Сделайте так, добейтесь того, чтобы оригиналы выдавались по рецептам бесплатно. Вы этого сделать не можете. Вы не можете этого сделать. Зачем вы тогда нужны? Чьи интересы вы вообще здесь представляете? Интересы государства, власти или интересы народа простого? Тоже вопрос стоит, да? Вы все врете. Нет. Я сам там был, я все видел своими глазами, все есть. Уже все отгружается, да? Это вот заговаривать зубы: у нас все хорошо, у нас все хорошо, у нас все хорошо, у нас все прекрасно. Но, как говорится, э, сколько ни повторяй слово «сахар», слаще во рту не станет. Вот. Ну и все равно таким образом он пытается тем людям, которые, допустим, не знакомы с ситуацией, они пытают, врут, пыль в глаза пускают, да, вот, чтобы те за них проголосовали. Вот какой у нас Ваня Луцкан активный молодой человек, наверное, хороший хозяйственник.
Но много претензий к Ване Луцкому. Знающие люди спрашивают его: "Вань, почему ты голосовал, в парламенте на слушаниях за то, чтобы урезали субсидии на, перелеты внутри республики? Почему ты за это голосовал?" Вот подобные вопросы, Ване Луцкому задают. Ваня Луцкий на эти вопросы ответить не сможет, потому что он кнопкодав. Он голосовал так, как ему было велено. Вот. Ну, нужно будет, смотреть. Ну, я не знаю, выборы в Государственную Думу, вообще любые выборы, результат этих выборов не зависит от желания простого человека. Не за Пойдет он на выборы, не пойдет, будет он голосовать, не будет он голосовать. Если наверху приняли решение Ваню Луцкана продвинуть в Государственную Думу и таким образом улучшить его материальное положение, переместить его из Мухосранска, из нашего, да, из Якутска, в столицу нашей родины, в Москву, на более комфортные условия, да, то они это решение и без голосования, значит, протолкнут. Они, сделают его депутатом Государственной Думы, если они приняли это решение. Так что, от простого человека здесь ничего не зависит. Единственное, да, что неприятный момент вот в этой ситуации, что он врет. И люди ему на это указывают, и он говорит: "Вы сами все врете". И это вот такой газлайтинг, перевертывание ситуации. Следующая новость, которая также показывает отношение власти, настоящее, реальное отношение власти к простому человеку, это скандал между членом Молодежной палаты Якутской городской думы Капустиным и якутскими предпринимателями. Посмотрите, что говорит этот Капустин. Он говорит: "Мы вам, власть, разрешаем работать, вам, предпринимателям. Вы должны нам помогать. Ну, не нам, а людям. Потому что мы разрешаем вам работать. А если вам не нравится, не хотите помогать, мы вас закроем". И там дальше было такое: "Если коммерсы будут возмущаться, я приду им там доходчиво объясню на вот этих слушаниях, да, по предпринимательству". Он невольно рассказал правду о системе, о том, как власть относится к людям, к простому человеку. Экономика вообще держится на предпринимателях, на малом и среднем бизнесе. Государство расцветает, когда работает, ну, нормально работает, без всяких проблем, без всякого давления малый и средний бизнес. Вот этот человек, допустим, он просто не понимает, как это все работает, да, как эта экономическая модель работает. И он думает, что если он власть, то он может с людьми делать все, что угодно. Вот таким образом он невольно показал всю эту систему, как она работает. Бизнес существует, ну, в принципе, крупный бизнес у нас работает только по допуску. В крупный бизнес не пускают левых людей. Там крутятся только свои. Правила могут меняться очень быстро, в любую сторону, в которую захочет власть. Лояльность в этом деле, она важнее эффективности. Чем более ты лоялен власти, тем лучше идет твой бизнес. Вот, это касается всех. И малого бизнеса, и ну, малого я не знаю, потому что как бы ты ни был лоялен, если ты власти не нужен, они могут тебя задавить. Они могут тебя задавить проверками и налогами так, мы сейчас это видим, да, что ты просто сам не захочешь работать. И мы сейчас это видим. Огромное количество бизнеса на сегодняшний момент закрывается. Посмотрите, сколько видео постят, да, вот тут закрыта скидка, распродажа 50%, потому что мы закрываемся. И многие предприниматели говорят: "К сожалению, мы не хотим, но жизнь нас заставляет. Налоговая реформа, вот это все давление нас заставляет, да, мы просто не можем, у людей нет денег, снизилась покупательная способность, да, бизнесы закрываются". И вот этот человек говорит: "Захотим — закроем". Вот такое отношение к людям. А в 90-е годы, между прочим, вот из этой ямы, экономической, да, вот когда нищета была, по всей России, как раз таки, как он их называет, коммерсы и барыги, да, Путин называет людей, предпринимателей барыгами. Они как раз таки и вытаскивали страну из нищеты. Они кормили людей, они возили, у нас были челноки, которые постоянно ездили в Китай и привозили
от предметов первой необходимости до, я не знаю, там, до мебели. Они везли все, потому что у народа просто ничего не было. Ничего не было, магазины были пустые. И вот коммерсанты, предприниматели, они как раз таки кормили, одевали, обували Россию. Я еще ходила на Арбат. У нас был такой Арбат, да, стихийный рынок. Он у нас был на проспекте Ленина, этот Арбат. Потом он у нас был и в районе столичного, строительного рынка. И там был Арбат. Мы туда тоже ездили, закупались. Там было все. Люди торговали прямо вот чуть ли не с самодельных вот этих столов, прилавков. И там мы покупали у людей. Потом китайцам разрешили приехать, да. Китайцы тоже очень много везли, очень много продавали. Они как раз таки, этот мелкий бизнес, он как раз таки спас нас от вот этой разрухи 90-х годов, от нищеты 90-х годов. А вот этот Капустин, он не понимает. Он думает, что если он при власти, ему кажется, да, что он вот какую-то власть имеет над людьми. И поэтому может позволять себе говорить такие вещи. Таким тоном разговаривать. Вот Ирина Котенко, «Деловая Россия», да, она очень многое делает для бизнеса. Да? Это человек, который много понимает, который много знает. И даже вот в этих условиях тяжелых российских, да, что-то пытается делать для бизнеса. И вот приходит вот такое, извините меня, чмо, да, как Капустин, и начинает с ней свысока разговаривать. Захотим, закроем. Да ты кто такой вообще? Ты кто такой? Сколько рублей ты сам своим трудом честным, потом и кровью в этой жизни заработал? А не, значит, зарабатывал, работая на власть. Он работает, тем, что он, является таким вот, себе пропагандистом. И это вот этот маленький скандал, ну, он такой локальный, да, ну, не региональный, а локальный скорее, да, он показывает вообще всю систему. Вся система российская устроена так: захотим — закроем. Вот он своим ртом это произнес. На самом деле вот такая реальность в России. Вот, я же говорю, что какую новость не открой, это вот просто растаптывание достоинства человека. Какую новость не открой, это плевок в лицо обычному человеку. И вот это вот даже вот эти новости из Новосибирска, которые приходят, да, из Сибири, и Пензенская область, по-моему, там тоже фигурировала, да, с истреблением коров. Там разные идут версии о том, что крупные агрохолдинги, например, есть одна версия, заходят, да, такие как Мираторг, это вот предприятие бывшего президента Дмитрия Медведева. Есть еще версия о том, что возле как раз-таки Новосибирска, а, ну или в Новосибирске, стоят биолаборатории, которые разрабатывают биологическое оружие, да. То есть это может быть связано с тем, что коровы являются разносчиками какого-то страшного заболевания, разработанного в недрах этих лабораторий, да. Ну, поскольку власть не разговаривает с людьми, не дает никаких ответов, да, на вопросы, на крики, да, поэтому версии разные. Никто ничего не знает пока. Я думаю я думаю, что, это станет понятно. Если это заходит в Мираторг, то это скоро станет понятно, очень скоро, да. А если здесь проблема с биологическим оружием, то это станет понятно, станет известно только тогда, когда, к власти придет другой режим. К власти придут другие люди, и страна станет демократической. Только тогда мы сможем узнать правду. Вот, ну посмотрите, как с людьми поступают. Людей не спрашивают ни о чем. Захотели — приехали, забрали, умертвили. Не людей. Хотя людей тоже на войне, да. Приезжают, забирают и отправляют на войну, умерщвляют. На убой везут, да. Так же, как коров сейчас забивают массово в Сибири. И ведь понимаете, в чем еще страшная вещь? Они же могут прийти в любой момент и к нашим якутским фермерам.
Понятно, что никто не будет вести, никакой Мираторг, там никакие крупные агрохолдинги не будут вести фермерское хозяйство у нас на наших территориях, потому что там сложные климатические условия. Это нужно уметь. И якутские фермеры умеют работать на нашей земле в наших условиях. Понятно, что если они захотят, то они придут не за этим. Они придут за нашими землями. И захотят китайцев запустить на нашу землю, да, они совершенно спокойно придут и все поголовье скота умертвят, чтобы люди сами покинули эти территории. Но фермеры живут этой работой, да, фермеры живут этой работой. И если у них отнять скот, то что им нужно, останется делать? Они просто переедут все в города. Больше, ну, разорятся и поедут покупать квартиры в Якутске и будут там жить без хозяйств. А земля останется свободной от фермеров, от коров, да. И туда могут загнать китайцев, а могут загнать крупные российские компании для того, чтобы они добывали наши ресурсы. Совершенно спокойней. Придут, истребят все поголовье скота, и оленеводов возьмите, да, вообще не спросят. И КРС, крупный рогатый скот, коров, и лошадей. Никто ни у кого ничего не будет спрашивать. Придут и сделают. Вот в чем опасность, да, опасность нашего молчания. Они так поступают, потому что люди молчат. Люди не выступают против. Ну вот есть локальные вот эти стычки, да, но, насколько мы знаем, вот в Новосибирской области уже там поехали огромное количество автозаков, чтобы всех несогласных, всех тех, кто возмущается, посадить за решетку. По крайней мере, на то время, пока они истребляют животных. Потом они их выпустят, и никто ничего не скажет. Слушайте, все вот эти новости, да, они же фоном проходят. Вот вы открываете эти новости, читаете их, да, ну вот, да, у нас там дыра в бюджете, у нас там невыплаты зарплат, у нас проблема с ГУП ЖКХ, у нас увольняют учителей, у нас увольняют медиков, у нас моргов нет, у нас дорог нет, у нас там еще чего-то нет, у нас цены выросли, у нас тарифы выросли на коммунальные услуги. Они для вас они фоном проходят. Никто не возмущается. Вот это самое плохое. Людей довели до такого состояния, что руки опустились до такой степени, ну, вообще никто ничего не делает. Самое печальное вот в этом. Я не знаю, что еще нужно сделать для того, чтобы наконец-то у людей лопнуло терпение, да? Чтобы люди наконец возмутились и сказали: "Ну сколько можно? Хватит". Такими темпами у нашей республики Саха не останется вообще никакого будущего. Власть российская будет приходить в наши дома и делать все, что она хочет в наших домах. Ну, уже делает, да, по сути. В наших постелях, в наших холодильниках, в наших кошельках. Многие пишут: "Вот ну, типа, это же настоящий геноцид. Хотят голодомор устроить в России". Да, хотят устроить голодомор. Да, это настоящий геноцид. Геноцид начался настоящий 24 февраля 2022 года. Вот тогда он и начался, этот геноцид. И на территории соседнего государства, и на нашей с вами территории, и у нас в республике Саха. Огромное количество людей, молодых мужчин умирает. И никто не возмущается. Все собирают деньги на войну, отправляют гуманитарную помощь нашим мальчикам. К большому сожалению, пока люди молчат, пока никто ничего не делает, никто никак не пытается остановить все то, что происходит, власть будет действовать таким образом, не обращая внимания на там возмущение, на вот эти мелкие, да, то, что в Новосибирске сейчас происходит. Посадят всех в автозаки и вывезут в тюрьмы на пару недель, и все. А потом все. Потом люди вернутся на пустые места. Так во всем. Так во всем. Пока мы не поймем, что мы здесь власть, пока мы не поймем, что от нас зависит наше будущее, власть будет с нами делать все, что она захочет. Плевать нам в лицо, убивать нас, морить нас голодом.
На этой печальной ноте я сегодня заканчиваю свой выпуск. Пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео и другим видео, и обязательно оставьте комментарий. Это очень поможет нам в продвижении нашего канала. Всем тем, кто хочет помочь нашему каналу донатами, ссылку на все способы помочь нам я оставлю под этим видео. Спасибо большое. До свидания.